Добрый вечер, на ТНВ Новости, в студии Альбина Слгараева. И сегодня в выпуске. Следствие завершено, суд начал рассматривать дело по существу. Мне нужны мои деньги, больше мне ничего не нужно. О чем просит обвиняемый судью в деле о пожаре в Адмирале. Адель Кламиц. Проекты действующие и перспективные. Вынуждены были взять такой вот микрозайм. Как работает фонд по поддержке предпринимателей республики с бизнесменами, которые пострадали от крушения Интехбанка и Татфондбанка. Об этом Альбина Минибаева. Прилетели и заболели. Подлежало уничтожению 160 тысяч людей. Страшен ли птичий грипп татарстанцам? На местах узнавал Рамиль Шайдуллин. Ждать ли паводка в Татарстане? Лес пионей ширина, максимум 3-4, 5 метров. Потопляемые населенные пункты. О мониторинге ситуации с воздуха на земле Салават Мухаммадуллин. Химический запах, металлический привкус и слезы из глаз. Сегодняшнее утро нижнекамцев началось с удушливого смога. Жители города связывают это с очередным выбросом промышленного узла. Что об этом говорят экологи и инспекторы по охране окружающей среды в нашем первом материале. Практически как в триллерах «Город в густом тумане». Нижнекамцы, которые сначала это приняли за природное явление, чуть позже убедились, причина явно человеческих рук дело. Стойкий химический запах, металлический привкус во рту и резь в глазах. Первыми удушливый аромат почувствовали жители села Афанасово. Ужас. Дышать нечем было. 2 раза рвало меня. Как это вышло, воздух захватило. У нас частенько. Хотя вот здесь вот есть Министерство экологии. Они вот часто сюда приезжают, делают осмотры. Экологи приехали и на этот раз. Взяли пробы, записали показания. О результатах позже, когда подготовят итоговое заключение. А вот инспектор по охране окружающей среды и без проб подтвердил, химический запах есть, а значит есть и нарушители. Будем разбираться, будем фиксировать, будем выявлять нарушения, будем выявлять нарушителей и, соответственно, предъявлять ущерб. Пока экологи ищут источник химического аромата, глава Афанасовского сельского поселения уверен, виновник – промышленный узел Нижнекамска. Скорее всего, у нас тут рядом с Афанасовским сельским поселением проходит коллектор, который идет с Нижнекамск-Нефтехима, но там не один Нижнекамск-Нефтехим, много предприятий. Видимо, из колодца вот этих коллекторов все-таки утечка идет, и вот этот страшные выбросы, они, скорее всего, идут с коллектора. Вероятность того, что именно коллектор стал источником выбросов, подтверждают и в Роспотребнадзоре. Однако конкретного предприятия-нарушителя не называют. Окончательные выводы после анализа должно сделать Министерство экологии республики. Елена Веселова, Светлана Звонарева, Наталья Лушникова. Новости. Нижнекамск. 19 погибших, почти 700 пострадавших и 12 обвиняемых. Сегодня в Кировском районном суде Казани стартовал процесс по делу пожара торгового центра «Адмирал». Из-за большого количества потерпевших суд идет в Доме культуры «Юность». В деле почти 350 томов. Что требует пострадавший и о чем ходатайствуют обвиняемые стороны, выслушала Адель Кламиц. Перед началом заседания жесткий осмотр. Судебные приставы контролируют явку потерпевших, а их без малого 700. С момента трагедии прошло уже 2 года. Все это время велось следствие, и только сегодня суд начал рассматривать дело по существу. Устали, признаются пострадавшие. Я просто хочу, чтобы был какой-то конец этому делу, был какой-то результат. Все, мне нужно только, как с другим предпринимателем, чтобы нам вернули деньги. Больше мне ничего не нужно. Страшная трагедия в марте 2015-го унесла жизни 19 человек, более 60 пострадали. Общая сумма ущерба превышает 11 миллиардов рублей. По версии следствия, здание, не предназначенное для использования в качестве торгового комплекса, длительное время эксплуатировалось с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности. На скамье подсудимых 12 человек. Продление срока содержания под стражей в отношении 4 подсудимых и срока домашнего ареста в отношении 7 подсудимых. Но один из обвиняемых нарушил правила и сегодня прямо из зала суда отправился в СИЗО. А до этого суд долго не могли начать из-за того, что один из обвиняемых ходатайствовал, чтобы с ним был переводчик. Я вообще не понимаю, как человек не знает русского языка. На заседание съемочную группу не пустили. Это решение судьи. Дело рассматривает Феликс Сабитов. Что примечательно, он же оглашал приговор по делу о пожаре в Новой Туре. Процесс обещает быть долгим. Суду предстоит изучить 344 тома. Дело «Адмирала» может длиться дольше, чем по Булгарии. Тогда
насчитывалось в деле лишь 90 томов. Аделя Коломис, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Центробанк сегодня отозвал лицензию у ТФБ «Финанс». Причина – неоднократное нарушение законодательства о ценных бумагах. Тем временем сегодня в АСВ были отправлены первые пакеты документов вкладчиков, ранее не получивших ответ от агентства. Сейчас уже пострадавшим выплачено более 250 миллионов и еще 460 на подходе. Как поддерживают тех, кто лишился последнего? Альбина Минибаева. Действительно, эта программа работает в нашей республике после того, что произошло с одним из банков нашей Родины. Деньги любят не только счет, но тишину и грамотный подход. Бизнесмен Дмитрий Егоров в числе пострадавших клиентов Татфонбанка. Это его первый займ в фонде поддержки предпринимателей. Мера вынужденная после наступления Дня X для банков. Вынуждены просто пойти на такую меру. Хорошо то, что есть такая программа. И, собственно говоря, на собственном примере могу сказать, что да, она работает. На одного субъекта малого и среднего предпринимательства эта максимальная сумма действующих микрозаймов не должна превышать 3 миллиона рублей. Все остальное не является запретом. Количество договоров микрозаймов может быть сколько угодно много. В торгово-промышленной палате уже юристы каждый день по 12 часов консультируют физлиц, так называемых дробельщиков вкладов, и клиентов ТФБ «Финанс». Инвестиционная компания сегодня лишилась лицензии. Основание по Центробанку – нарушение закона о ценных бумагах. О вкладчиках, которые не получили ответа от АСВ, помнят и в Минэкономике. Первая партия документов отправлена в Москву. Вот сегодня мы этот реестр полностью передали, чтобы АСВ нам уже дала какой-то ответ. Эта работа будет продолжаться дальше. Это не значит, что мы собрали и успокоились. С челнинскими клиентами банков сегодня встретился омбудсмен Тимур Нагуманов и мэр города Наиль Магдиев. Наболевшие вопросы уже из классики, налоги и начисления в пенсионный фонд. Часть бизнесменов сегодня смогли на время выдохнуть. Ситуация была одной из проблемных. На счетах подвисли деньги за аренду земли. Руководство города рассмотрит, в каких случаях возможно решить проблему в пользу бизнеса. Это то, что касается муниципальной части. С самого начала выступления я сказал, свою часть мы посмотрим. Это ваши платежи, которые зависят. И они подтверждаются вашими документами. По ним будет особое решение в вашу пользу. Для предпринимателей-производственников, которые также пострадали от крушения Интехбанка и Татфонбанка, сейчас Минэкономикой Республики подготовлена другая мера поддержки – лизинговая. Проект уже представили президенту, его одобрили, и сейчас утверждаются условия работы по проекту. Альбина Минибаева, Андрей Корсинский, ТНВ, Казань. Борьба со смертью. Сегодня в Государственную Думу внесен новый законопроект по защите несовершеннолетних в интернете. Речь идет о призывах к самоубийству. Только за прошлый год Следственный комитет России зафиксировал 1635 сообщений с призывом к суициду. Как правило, они появляются в интернете. Если законопроект примут, в Уголовном кодексе появятся новые понятия. За призывы к самоубийству будет грозить до 12 лет лишения свободы. Как заявили сегодня в информационном агентстве РИА Новости инициаторы законопроекта, его главная цель – защита и спасение детей. Однако все начинается с законодательства. Фактически мы столкнулись с новой формой преступного поведения, когда дистанционно, через определенные манипуляции, меняется сознание подростка, и фактически он уже на подсознательном уровне оказывается ведомым. Его действия только условно можно назвать самостоятельными. Фактически совершается дистанционное убийство. Просим освободить помещение. Такие слова уже несколько лет слышит семья Раковых из Набережных Челнов. Семью, где воспитываются 5 детей, выселяют из квартиры. За 6 лет Раковы уже прошли 80 судов. Почему многодетная семья должна покинуть свою квартиру, выясняла Светлана Звонарева. Вместо того, чтобы собираться в школу, дети вместе с родителями упаковывают вещи. Уже в 8 утра к ним домой пришли судебные приставы. По документам, квартира находится в собственности у другого человека. Он выкупил жилплощадь на торгах, но до сих пор не может сюда заехать. Предлагаем добровольно освободить квартиру на основании судебного решения 2014 года, от 15 года, 14 мая 2015 года. Раковы взяли ипотеку и купили квартиру 10 лет назад. Из-за финансового кризиса возникли проблемы с выплатой. Как утверждает глава семьи, оплату они производили, хотя и меньше положенного. Суд по требованию банка наложил арест на имущество и выставил его на торги. Он является обыкновенным, будем говорить простым языком, перекупом, а там риэлтором, да, у которого свое агентство, который говорит, что он приобрел это жилье единственное для себя, хотя у него 27 квартир.
Исполком выделил многодетной семье временное жилье, бывший подростковый клуб. Площадь новой квартиры меньше на 7 квадратных метров. Раковы уже начали собирать чемоданы, но увидев, в каком состоянии находится помещение, решили с переездом повременить. Там щели вот такие в окнах, батареи эти, как конвекторы, вот эти старые гармошки, да, они не греют. На полах плесень по периметру. То есть там, реально, там ни сантехники, ничего. Вот, все нужно делать. В семье воспитывается ребенок-инвалид. В этой квартире для него соорудили специальные поручни для передвижения. А в предложенном исполкомом жилье даже инвалидной коляски не развернуться, переживают родители. 13 марта состоится еще один суд. Если решение Фемида окажется не в пользу Раковых, то они будут обязаны покинуть квартиру. О чем и говорится в отсроченном исполнительном листе судебных приставов. Представители этого ведомства рассказали, что это уже не единичный случай в их практике. Светлана Звонарева, Гузель Шигапова, Ренар Султанов, ТНВ «Набережные Челны». Птичий грипп на крыльях. Вирус может прилететь в Татарстан с перелетными птицами. За 5 месяцев в России уже зарегистрированы такие случаи в Краснодаре, Калининграде, Ростове, Астрахани. Буквально несколько дней назад список пополнили и районы Подмосковья. Спасет ли забор от гриппа татарстанских птицеводов, увидел Рамиль Шайдуллин. Зерно и комбикорм, витамины и никаких лекарств. От возможной инфекции ограждает лишь изоляция. 1000 кур, цыплят и индеек за ставнями, чтобы не встретились с перелетными братьями. Перелетными птицами не контактируют. Сарай у нас везде открывать, сеткой огорожена. Эпидемию птичьего гриппа семья Зариповых помнит как сегодня. В 2006-м из-за него закрыли дело, зато сохранили поголовье. Все куры остались живы, хотя по всей России грипп унес 100 миллионов птиц. В республике данные заболевания не регистрировались. В течение этого года также мы эти заболевания не фиксировали. Правда, недавно птичий грипп обнаружили. Исследователи нашли подтип H5N8 во время одной из ежегодных проверок Роспотребнадзора. У одной птицы, это дикой птицы, которая отстреляна в рамках мониторинга. То есть не павшей, а отстрелянной. Чтобы грипп не прошел, ветеринары республики проверяют сейчас всю ввозимую птицу. Работают сообща с медиками и берут анализы отстрелянных диких пернатых. Прививать, говорят, пока не оправдано. Мы пока ничего не делаем на прививок. А вот когда была угроза птичьего гриппа, мы делали. Ветеринары говорят, заболевшую птицу видно сразу. Она теряет ориентацию, перья, аппетит. Таких не пускают на убой, а сжигают. Но встретить зараженное мясо на прилавках вполне реально. Птичий грипп может быть и в мясе, и вот в таких вот яйцах. Отличить, какое из них зараженное, на глаз невозможно, но для пищи это и не страшно. Ветеринары заверяют, сваренные они не опасные. На всякий случай яйца варить до получаса и только вкрутую, а не всмятку. Ветеринары отмечают, что так вирус птичьего гриппа не передастся. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Им сверху видно все. На помощь МЧСникам спешат дроны, беспилотники. Сегодня опробовали в Верхнеуслонском районе. Здесь 2 села под угрозой потопления. Как проходит мониторинг опасной зоны? Взгляд сверху у Салавата Мухаммадуллина. Мониторинг ситуации с паводком вблизи Казани выполняет беспилотник татарстанского производства. В воздухе он может находиться до 1,5 часов. Максимальная высота полета – 5 километров. А расстояние, на которое может отдаляться этот аппарат, в 5 раз больше. Контрольный круг вокруг точки старта и вперед по маршруту. Под угрозой паводка населенные пункты Русское Барнашево и Куралово. Только в последнем 46 домов и более сотни жителей. Мониторинг с воздуха скорее вынужденная мера. Пешком до паводковой зоны сейчас не добраться. Скопление льда, заторы, это поваленные деревья, кустарники. Сегодня вот с помощью беспилотного летательного аппарата провели облет, обследование. Такое внимание к Куралово не случайно. В 2011-м здесь уже был паводок. Тогда затопило 40 домов. Начало прохождения паводка уже у нас прогнозируется с первой декады апреля. Но, как вы видите, плюсовая погода у нас повлияла на подтопленные участки. Глубина промерзания река Сулица более 60 сантиметров, то есть глубина промерзания у нас составляет до дна. Уже завтра вдоль реки и на самой Сулинке начнутся работы по уборке поваленных деревьев и кустарников. 2017 не должен повторить судьбу 6-летней давности. Салават Мухаммадуллин, Алексей Алексеев, ТНВ, Верхнеуслонский район. Это новости на ТНВ и далее в программе. О педагогах и присоединении. Надо сразу ставить серьезные, амбициозные задачи. Как скоро Альметьевский нефтяной институт вольется в структуру КФУ, узнал Дмитрий Аринён.
100 дней до Кубка Конфедераций. Мне хочется держать руку на пульсе и также для себя многое открыть. Готовность Казани оценила Александра Севастьянова. В Германии может появиться представительство Татарстана. Детали обсудили на встрече Рустама Минниханова с премьер-министром Саксонии. Напомним, делегация республики посетила немецкий Лейпциг. На промышленной выставке свои проекты представили Инакам, Алабуга и Наполис. Открытие представительства – это новые возможности сотрудничества в предпринимательстве, образовании и культуре. Конечно же, с учетом вашего отношения, нам максимально надо выстроить отношения с предпринимательской средой Саксонии, а дальше уже можно и расширять наши отношения. Поэтому мы воспользуемся вашим предложением. 190 поликлиник республики требуют реконструкции и модернизации. Об этом сегодня говорили на заседании партийной лиги «Единая Россия». Участники дискуссии пояснили, уйдет на это 3 года и около 8 миллиардов рублей. Депутат Госдумы Айрат Фараков отметил, что государственные расходы на здравоохранение составляют почти 3 миллиона рублей. Деньги на реконструкцию и модернизацию уже заложены в бюджете. Расходы субъектов Российской Федерации составляют примерно 770 миллиардов рублей. Это расходы бюджетов субъектов, направленные как на строительство, как на оборудование, потому что охрана здоровья – это полномочия субъектов Российской Федерации. Второе место занимаем в Приволжском федеральном округе по качеству, где-то в десятку входим в Российской Федерации. В образовании Татарстана произойдет целый ряд тектонических сдвигов. Так, Альметьевский государственный нефтяной институт войдет в состав Казанского федерального университета. Об этом сегодня сообщили на заседании попечительского совета КФУ. Здесь же обсудили широкий пласт вопросов подготовки педагогических кадров. Эту сферу тоже ждет консолидация усилий. Какая, расскажет Дмитрий Аринин. Давайте проголосуем. Да. С этим заседанием начинается новый пласт подготовки нефтяников. Решено, что Альметьевский государственный нефтяной институт войдет в состав Казанского федерального университета. Цель такого слияния – повысить качество образования. Мы не просто переподчиняем или передаем, мы на базе Альметьевского нефтяного института создаем высшую школу нефтяников. А надо сразу ставить серьезные, амбициозные задачи. Специалисты, преподаватели лучшие, которые есть в мире, мы могли приглашать. На самом деле поднять серьезный уровень этого вуза. Еще в Альметьевске для студентов хотят построить общежитие. Процесс объединения должен завершиться до конца года. Добро на это дали и в Министерстве образования страны. Студенты, обучающиеся за счет республиканского бюджета, должны доучиться. И параллельно же начинается набор за счет федеральных субсидий. Еще КФУ станет подспорьем в подготовке педагогических кадров. На базе вуза хотят создать единый центр подготовки и переподготовки учителей, в том числе и в национальных школах. Был институт развития образования, есть межрегиональный центр повышения квалификации наших учителей. То есть мы хотим это объединить, то есть в одной базе и используя потенциал отдельных вузов Казанского федерального университета. Также для улучшения образования должны подтянуть и материально-техническую базу. Так, здание Казанского военного госпиталя, что тоже вошло в состав КФУ, хотят отремонтировать и обустроить к началу следующего учебного года. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В республике появятся рабочие группы по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства. Речь о добровольной сертификации алкоголя и тарифов. Об этом стало известно на встрече Рустама Минниханова с заместителем руководителя федеральной службы. Как отметил Андрей Цариковский, по урегулированию тарифов Татарстан является примером в стране. А вот по алкоголю есть жалобы на нарушение законов конкуренции. Мы сейчас будем внимательно смотреть систему, и для нас важно понять события последних месяцев, как вы помните, с этим страшные события, связанные с спиртосодержащей жидкостью боярышник, показывают, что на этом рынке всегда надо поймать баланс между конкуренцией, между предпринимательством и защитой прав, а иногда не только прав, но и жизни людей. Нюша дает добро. Сегодня за 100 дней до старта Кубка Конфедерации в Казани набирают волонтеров. Собеседование провела посол соревнований, популярная российская певица Нюша. Готова ли спортивная столица к мировому футболу, выясняла Александра Севастьянова. Здравствуйте. После краткого приветствия первый вопрос. Почему решили пойти волонтеры? Ответ держала Гульнара Мубаракшина. Молодая мама в декрете, практически ветеран волонтерского движения Татарстана. Карьеру начала еще с чемпионата мира по пляжному волейболу в 2010-м. В работе волонтера, наверное, самое сложное – это
выспаться. А на самом деле это такой праздник, это такое добродушие, такой адреналин. Мне кажется, от этого невозможно устать, и здесь нет ничего тяжелого. Студенты, школьники и просто энтузиасты. Всего для Кубка наберут 1800 волонтеров. Уже в апреле они начнут обучение. Важный критерий отбора – любовь к футболу. Сама певица этим видом спорта начала увлекаться недавно. Сейчас, благодаря тому, что я посол предстоящих игр, я многое узнаю о футболе, знакомлюсь поближе, поэтому, конечно, и для волонтеров мне было важно, чтобы они тоже увлекались этим спортом. Заявки подали 8000 человек, выберут лучших из лучших. После кастинга останется лишь 4-я часть, которая станет важным звеном соревнований. Казань-арена – самый большой стадион в Татарстане. Именно здесь летом пройдет Кубок Конфедераций. Сейчас идут последние подготовки, они завершатся в мае. Именно тогда пройдут первые тестовые игры. 6 мая Рубин сыграет с Уфой, 17-го с ЦСКА. На этих матчах и проверят готовность стадиона. Пропускную систему, понятно, это прежде всего безопасность посещения зрителей. И, конечно же, это система логистики, что зрители, что и также и транспорт. Все мероприятия, которые должны в Кубок Конфедерации на матчах пройти, будут задействованы в этот день. О будущем и в городе будущего. Готовиться к играм интеллектуально начали в Иннополисе. Здесь певица сегодня провела футбольный урок для учащихся лицея и университета. Александр Севастьянов, Марат Сидгараев, ТНВ, Казань, Иннополис. Шедевры живописи и жемчужины российского и мирового искусства. В галерее Хазины открылся беспрецедентный проект. Любители живописи отныне будут чувствовать картины на тактильном уровне. Их можно потрогать. Видеть невидимое – так называется новая экспозиция. Елена Новгородцева прикоснулась к прекрасному. Здесь не привыкли смотреть на искусство сквозь пальцы. Именно этими словами встречают посетителей новая выставка. Экспозиция не оставит безэмоциональным никого точно. 7 шедевров выполнены по инновационной технологии рельефной печати для незрячих и слабовидящих людей. Поверхность объемная. Лукас Кранах-старший, Шарден, Пабло Пикассо, Поль Гоген, Анри Руссо, Боттичелли и Илья Репин. Последняя картина из татарстанской коллекции. А это тот самый шедевр из фонда Государственного музея Республики Татарстан. Портрет Александровой Гейнс. Выполнен он в той же технологии, что и 6 предыдущих полотен, и там же, в Испании. А приехал он буквально на днях и выставлен за несколько часов до открытия. Ирина Поволоцкая потеряла зрение 8 лет назад, и сейчас она сопоставляет прошлые ощущения, когда могла видеть, и нынешние. Говорит, что выставка – уникальный шанс для людей с ограниченными возможностями. Врачи слышащие, немного с другой точки зрения могут увидеть картины. Зрячеслышащие немного с другой точки зрения могут увидеть картины. А слепоглухие наконец познакомиться с искусством. А слепоглухие наконец познакомиться с искусством. Которого практически не знают. Которого они практически не знают. Каждый посетитель, даже с прекрасным зрением, может в прямом смысле ощутить картину. Надев очки Blackout и начав изучать полотно, можно увидеть то, что раньше, казалось бы, невозможно было увидеть. Каждый экспонат снабжен этикеткой на шрифте Брайля и аудиогидом-проводником с полным описанием. Кстати, экспозиция бесплатна. А еще, что немаловажно, в эти дни будет работать автобус, который также бесплатно будет довозить людей с ограниченными возможностями до Хазины. Елена Новгородцева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Эфир продолжит программа «Вызов 112». Страшная авария на проспекте Победы в Казани. Все подробности через несколько минут. Впереди вас ждет еще спорт и прогноз погоды, а мы увидимся в 21:30. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Только в марте приходи в аквапарк «Ривьера» и получи второй билет в подарок. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Настроение приносите. К столу мы уже все в пятерочке купили. Там всего праздновать, не перепраздновать. Макароны Макфа в ассортименте по 32 рубля. Пятерочка выручает. В лаборатории Манол каждый день кипит работа. Наши инженеры разрабатывают новые формулы, чтобы двигатель работал чище, дольше, стабильнее, мощнее. Уникальные инновации Манол. Это немецкий взгляд на то, каким должен быть ваш автомобиль. Команда Манол.
Совершенство доступно. Артрит, остеохондроз, гипертония. От этих и других заболеваний может помочь аппарат Елатомского завода «Алмак-01». Акция специальная, праздничная цена на «Алмак-01» в аптеках «Сакура», «Алия» и «Казанские аптеки». «Алмак-01» дарите с пользой. В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России. Хотите запомнить детский выпускной надолго? Устройте веселый праздник своему ребенку в Корстон. Специальные условия группам от 10 человек. Корстон. Подробности 279 30 79. Акция до 1 июня. 0+. Наркологический центр «Эра». Профессиональная наркология. Улица Восстания, 92. Лечение алкоголизма, наркомании. Анонимно, круглосуточно. В клинике с выездом на дом. Ой, папа, вас мама и тут и там показывает. Так это Теле7. Все, что в нем есть, все показывают. Маму в телевизоре, наш ужин в духовке. А выходные? И выходные. Так, куда пойдем, в кино или в цирк? На каток. Антенна Теле7. Хорошо, когда мы вместе. Только в марте приходи в аквапарк «Ривьера» и получи второй билет в подарок. Данила Мастер. Распродажа памятников. 202 38 32. 8 март жетем. Хотынга нәрсе бүләк итәргә? Фен, блендер, пылесос. 18 март. Филармония концертлар залы. Болгар радиосы концерты. Концертка билетлар алам. Аңа да бүләк. Үзем дә ял итәм. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Сотворили небольшое футбольное чудо. Игроки Барселоны обыграли на Камп Ноу ПСЖ со счетом 6-1. Хотя в первом поединке Лиги чемпионов проиграли в 4 мяча. Более легендарного камбэка в истории футбола еще не было. С Барселоной только уже баскетбольной придется сегодня сражаться казанскому Униксу. В 25-м раунде Евролиги команда Евгения Пашутина выйдет на площадку в столице Каталонии. Матч начнется в 23 часа по московскому времени. Действующий чемпион европейского трофея в этом сезоне выступает не совсем удачно. В активе Барселоны 9 побед и 15 поражений. Как результат, 11 место в турнирной таблице. Уникс пока расположился на 16-й строчке. К новостям тенниса. Спортсменка из Татарстана завоевала золото турнира в Швеции. Мария Бондаренко в паре с россиянкой Миланой Джабраиловой стала победительницей парного разряда турнира серии «Теннис Европ». Россиянки стали чемпионками в возрастной категории до 14 лет. В финале наши девушки обыграли американку Мишель Тихонко и венгерскую теннисистку Амари Шукиару со счетом 6-3, 6-4. В одиночном разряде Мария Бондаренко дошла до четвертьфинала турнира. А вот дальше, к сожалению, соперницы оказались сильнее. Таким образом, в Татарстан привезут одну золотую медаль. К другим темам. Порядка 200 юных спортсменов из 20 регионов примет Республика Башкортостан на первенство России по кряж. Состязания пройдут в городе Стерлитамак с 17 по 20 марта. По результатам турнира обладатели медали получат звание кандидата в мастера спорта. К фаворитам можно отнести команды Республик Татарстана и Башкирии, Перми, Оренбурга, Мариэл. На соревнованиях будет разыграно 4 комплекта наград. Напомним, первенство России по кряж среди юношей проводится ежегодно с 2011 года. В разные сезоны эти соревнования приняли в Уфе, Йошкар-Оле, Красноуфимске, Чебоксарах и Казани. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Время новостей о погоде. В Татарстане немного подморозило, но в предстоящие сутки ожидается небольшое повышение температур. Осадки по-прежнему будут маловероятны. На юго-востоке Татарстана ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью по-прежнему до -9 довольно холодно, а днем же будет до 3 градусов ниже 0. На северо-востоке облачно и без осадков. Ночью -5, днем же до 1 градуса мороза. На севере республики облачно, преимущественно без осадков. Ночью -8, днем же до 2 градусов ниже 0. На северо-западе облачно, не исключен небольшой снег. Ночью -3, днем же до 1 градуса мороза. На юго-западе облачно, но без осадков. Ночью -4, днем же будет около 0 градусов. В центральном районе республики облачно, осадки не ожидаются. Ночью до 6 градусов мороза, а днем до 1 градуса ниже 0. В последующие сутки дневные температуры местами станут плюсовыми, а небо очистится от облаков. В
предстоящие сутки в Казани ожидается пасмурная погода. Температура воздуха в ночные и дневные часы составит от 1 до 3 градусов мороза. Ветер южный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.